Не додумывай слишком много. Так ты создаешь проблемы, которых изначально не было. Фридрих Ницше. В Кыргызстане за сутки выявили 278 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова. По ее данным, в Бишкеке выявили 104 случая, в Аше – 19, в Волжской области – 34, Чуйской – 21, Джалалабадской – 40, Иссыкульской – 17, Нарынской – 13, в Таласской – 3 и в Баткенской области – 27. Всего в стране зарегистрировали 40 455 случаев COVID-19. Из них выздоровели 31 816 человек. Кроме того, за последние сутки умерли еще 4 человека от коронавирусной инфекции с учетом внебольничной пневмонии. Всего скончались 1478 человек. 8 жителей села Тогузбула Карасуйского района госпитализированы в Волжскую областную больницу с подозрением на сибирскую язву. В самом селе был введен карантин. Эту информацию подтвердил глава Папанского Айлок-Мыту Курбанбек Мияшев. О случившемся сообщили в районную ветеринарную инспекцию, сотрудники которой провели на территории Айлок-Мыту дезинфекцию. Людям, получившим мясо больной коровы, раздали медикаменты. По словам врача отделения гепатологии областной больницы Курсана Литашева, все поступившие пациенты – мужчина, самому младшему – 17 лет, старшему – 45. У всех госпитализированных взяли анализы и отправили в лабораторию для проведения дальнейших исследований. В городе Ош введен ряд изменений работы общественных мест. Теперь точки общепита смогут работать до 12 часов ночи со строгим соблюдением всех санитарных мер. Однако парки имени Наваи, Токтагула и другие скверы функционировать не будут. Также в данных местах запрещена деятельность различных аттракционов. Это детских поездов, велосипедов и другие. Социальный фонд вынес на общественное обсуждение проекты правительства касаемо пенсионных выплат, которые подразумевают собой увеличение их размера с 1 октября текущего года. Таким образом, средний размер общей пенсии расчетно составит 6061 сом. Это выше нынешнего размера пенсии на 7% или 397 сомов. Добавим, что по предварительным расчетам социального фонда число пенсионеров на 1 октября 2020 года составит 689 тысяч человек. Благодаря своему географическому положению Кыргызстан пользуется популярностью у любителей альпинистского туризма. Горы, считающиеся излюбленным местом у экстремалов, не могут не вызывать восхищения. Однако у каждой медали есть обратная сторона. За все эти годы экологическая ситуация на хребтах практически достигла кризиса. Этот вопрос был вынесен на обсуждение еще в 2018 году по обращению Ассоциации туроператоров. После всех проведенных исследований было выяснено, что мусор на пике Ленина не собирался еще с Советского Союза. Мусор ошақта чоғылы берген да, союз мезгілінен бері ешқандай уборка болған емес екен да, жақсы. Самое сложное в организации сбора мусора – это то, что бытовые отходы лежат на высокогорных участках, в местах расположения лагерей альпинистов, которые, как известно, предпочитают забираться повыше. Это примерно 3600–6300 метров. Поэтому уборка была возможна только при участии профессиональных альпинистов. Пик, который в Кыргызстане наиболее посещаем. В год здесь бывает более 1000 альпинистов, туристов. И вот, к сожалению, сложилась такая ситуация, когда за годы советской власти и потом за 30 лет накопилось прямо горы мусора. Это прям нас привело это вот в ужасное состояние. Кроме этого, мы по Кыргызстану уже много ездим и видим, что вот часто посещаемые, популярные, красивые, доступные ущелья у нас превращаются тоже в скопище мусора. Вот эта тема поднялась у нас, и последние несколько лет она активно обсуждается. Инициировано Департаментом туризма мероприятие было профинансировано международными донорами. В общей сложности было выделено почти 18 тысяч долларов, которые будут потрачены на питание, проживание и оплату альпинистов, транспортировку мусора из пика в мусорный полигон, а также необходимое снаряжение. Естественно,
Безопасность нужно соблюдать, и мы как раз профессионалы, мы этим как раз и будем заниматься. Сама технология, ну вот у нас огромное количество мешков, то есть мы будем работать бригадами. Каждая бригада под наблюдением гида-профессионала. Люди будут собирать этот мусор будет взвешиваться. Вот, потому что эта работа оплачивается. За каждый килограмм собранного мусора организаторы акции обещают платить по 40 сомов. Однако здесь собраны отнюдь не желающие заработать. Участниками проекта стали обычные люди, любящие свою родину и ее природу. Мы собрали молодых людей от 18 до 25 лет, которые захотели нам помочь. Многие из них присоединились к нам из своих патриотических побуждений. Сейчас примерно есть 20 человек. Вот сегодня мы отправили первую группу добровольцев, которые планируют вернуться примерно через неделю. Акция по сбору отходов на пике Ленина продлится до 25 августа. Пилотный проект по восстановлению экологии туристического сектора от нынешнего кризиса и повышению привлекательности Кыргызстана для туристов будет иметь свое продолжение. В рейтинге стран мира по уровню военной мощи Кыргызстан занял 98-е место из 138 возможных. В пятерку лидеров вошли США, Россия, Китай, Индия и Япония. Такие данные приводит портал Global Firepower. Издание оценивало страны по 50 факторам, такие как уровень расходов на оборону, арсенал техники и оборудования, численность армии, количество танков, кораблей, самолетов и другой военной техники, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые влияют на боеспособность армии. При этом фактор наличия ядерного оружия не учитывался. Добавим, что по данным Нацстаткома, расходы Кыргызстана на оборону за последние 4 года увеличились на 2 миллиарда 864 миллиона сомов. До первого звонка, который традиционно должен прозвучать в каждой школе 1 сентября, остались считанные дни. Во многих странах было решено продолжить дистанционное образование. Кыргызстан, в свою очередь, решил, что обучение в школах будет проходить и в режиме онлайн, и дистанционно. Об этом заявили в главном образовательном учреждении страны. Теперь форма обучения будет определена на основании решения санитарно-эпидемиологического надзора и органов местной власти. Кроме того, сами родители смогут выбрать форму обучения для своего ребенка. Для этого заключается договор между ними и школой. Добавим, что с 1 августа начался прием документов в первые классы во всех школах страны. В общеобразовательных организациях обучение будет проводиться следующим образом. Традиционная форма обучения. В регионах, где стабильная эпидемиологическая ситуация и нет угрозы жизни и здоровью детей и учителей, так называемая зеленая зона, в образовательных организациях, независимо от формы и типа собственности, обучение в первых 11 классах будет проходить в традиционной форме. В случае наименьшего количества учащихся могут быть организованы дежурные классы. Традиционно дистантная форма, то есть комбинированный вариант. Если обучение здесь в таком формате учитывается эпидемиологическая ситуация, и если это не зеленая зона, то мы предлагаем обучение в традиционной форме только для следующих классов. Это 1 классы, 5 классы, 9 классы и 11 классы. Что касается детских садов и предшкольных подготовительных классов, то они независимо от формы и типа собственности будут функционировать по определенному алгоритму. При этом в дошкольные учреждения будут приниматься только те дети, чьи родители действительно в этом нуждаются из-за занятости или загруженности. Таким образом, в зависимости от эпидемической ситуации в регионе, обучение детей может проводиться традиционно, либо может осуществляться дистанционное обучение путем просмотра видеоуроков, разработанных на основании дошкольной программы на РИСТЭ и предоставления обратной связи.
Международная олимпиада для школьников традиционно проходит летом, но 2020 год внес свои коррективы. Большинство из них состоится в онлайн-формате, а некоторые были перенесены на следующий год. Среди тех, которые все же были назначены в этом году, оказались 52-я Международная олимпиада по химии и 54-я Олимпиада по химии имени Менделеева, в которой приняли участие молодые химики с более чем 50 стран, в числе которых оказались 4 кыргызстанца, сумевшие отличиться и показать свои достижения всему миру. Это очень сложные задачи. Не каждый может отделить. Не каждый студент даже может решать. Поэтому эти ребята занимаются уже второй год, и мы добились таких успехов. Трудности. Во-первых, это очень сложные задачи. Для того, чтобы решать такие задачи, необходима целая команда. У нас работает более 10 человек. Они по каждому разделу объясняют и тренируют наших ребят. К прошедшим в июле Олимпиадам сборная Кыргызстана готовилась не один год. Только упорный труд, стремление к успеху, а также острый ум помогли молодым кыргызстанцам получить свои заветные медали. К примеру, ученик 10 класса Содонбеков Нурсултан, у которого в копилке уже достаточно достижений, добавил в нее серебряную медаль, полученную на Олимпиаде имени Менделеева, а также почетное 3-е место, завоеванное на 52-й Международной Олимпиаде по химии. Конечно, я очень рад, потому что я вижу, что мой труд оправдывается. Бывали очень трудные времена, когда я совсем не понимал химию, но мои родители и близкие всегда меня поддерживали. Конечно, было поначалу сложновато, потому что некоторые международные олимпиады были отменены и была неопределенность, состоятся ли международные олимпиады по химии. И, конечно же, влияет домашняя атмосфера. Всегда хочется полениться, но, несмотря на это, я всегда готовился усердно, и вот мы видим результат. В этом году Олимпиада состоялась только из одной части – теории. От практики пришлось отказаться. Задания были выполнены на листах, которые сразу же после окончания были отсканированы и отправлены на проверку. Вместе с участниками во время соревнований находился наблюдатель. Кроме того, по регламенту состязание также было записано на видео. Несмотря на то, что формат проведения Олимпиады в этом году совершенно отличался от предыдущих, школьники признаются, что испытывали неимоверное волнение во время проверки, а сейчас отдыхают, чтобы набраться сил. После Олимпиады я чуть выгорел, сейчас 2 недели после Олимпиады. Ничего не делал, просто сидел, отдыхал. В будущем планирую либо химией заняться, либо, может быть, дизайнерством видеоигр. На данный момент я усердно готовлюсь к поступлению в зарубежные вузы. Хочу подать заявку в один из вузов США или в один из вузов стран Восточной Азии. И, конечно, я не забываю отдыхать, и про химию тоже не забыл, и собираюсь участвовать на олимпиадах и в 11 классе. И надеюсь, результат будет еще лучше. Стоит отметить, что 6 почетных медалей за 2 олимпиады мирового уровня, в которых ежегодно соревнуются сотни молодых химиков, признанных лучшими в своих странах, большое достижение для системы образования Кыргызстана. Добавим, что в сентябре в таком же формате пройдут международные олимпиады по биологии и другим наукам. Мерим Кубанычбек, Казыбек Туркалыков, Новости Ушпери.